Здравствуйте! Футбольный канал НТВ Плюс приглашает вас в Италию на матч очередного тура серии А, в котором Интер дома принимает Лацио. Это 36-й тур. 3 тура осталось до окончания чемпионата, в котором практически все акценты расставлены, все ясно. Интер сезон доигрывает. Ну и для Лацио сегодня игра, в общем-то, имеет определенное значение, а именно конкретное вполне значение. Лацио в случае ничейного результата, ну и тем более победы, гарантирует себе путевку в Лигу чемпионов. Так что сегодня у Делио Росси, Лацио и болельщиков этой команды день важный. Лацио, в отличие от многих других команд, великолепно воспользовался сложившейся в Италии ситуацией, отсутствием Ювентуса, штрафами Милану и Фиорентине. Лацио, впрочем, был тоже оштрафован, но менее, чем другие команды. И великолепно, на мой взгляд, Делио Росси и его коллектив справился с задачей воспользоваться сложившейся ситуацией и ворваться в зону Лиги чемпионов. Деньги от этого турнира Лацио, который провел тяжелейшую работу по выведению самого себя из финансового кризиса на грани банкротства. Вы помните, была эта команда после золотых времен президента Краньотти, но Лотито и новая команда управленцев провела, еще раз подчеркиваю, очень сложную и непростую работу. Действительно, клуб спасли. Ну а Делио Росси, браво. Сезон завершается на мажорной ноте. Ничто не помешает Лацио попасть в Лигу чемпионов. Но было бы, конечно, здорово поставить красивую точку в этом сезоне и вот эти золотые Лига чемпионские очки взять на Сан-Сиро. Так что, в общем-то, не проходной матч. Для Интера это... Ну, так уже, можно сказать, матч тренировочный, товарищеский. Что может Интер интересовать в этом сезоне? 99 очков, таких гроссмейстерских, набрать, очечко не дотянув до вообще фантастического показателя в 100 очков. Ну, я думаю, что вряд ли Интеру это особенно нужно. В конце концов, неважно, сколько в итоге очков будет у Интера, который так уже набрал их 90, какое-то нереальное количество. Однако, при всем при этом, надо сказать, что сезон-то для Интера получился совсем не такой уж однозначно радостный, как может показаться. Ну, давайте об этом поговорим уже по ходу матча. Игра началась. О том, что этот тур не имеет практически вообще никакого значения большого такого и не представляет серьезного интереса для болельщиков, говорит хотя бы то, что вот я смотрю на газете «Дело Спорт» на онлайн, вернее, в интернет-версии этой газеты, на первой странице, на первой, так сказать, полосе Формула-1, Супербайк, НБА, теннис, футбол где-то на 5-м или 6-м месте, что для Италии, согласитесь, вообще исключительная вещь. Велосипедисты здесь вот где-то на первом плане. В общем, футбол закончился в нынешнем сезоне, фактически, да, но кроме одного главного для Милана, другой части Милана матча, ну, может быть, для значительной части Италии, финал Лиги чемпионов, в котором сыграет итальянский клуб Милан. А теперь, что касается сегодняшней игры и составов команд. О других результатах я вам говорить не буду, потому что матч вы смотрите в записи, и будет глупо, если я в конце репортажа не смогу вам назвать окончательные результаты других поединков. Тем более, что, еще раз повторяю, ничего уже особенного в чемпионате не решается, кроме еще одной команды, которая вместе с Мессиной и Асколи покинет высший дивизион. Ну, об этом вы, наверное, уже будете иметь более четкое представление, посмотрев матч Реджина Киеву, где, собственно, идет битва за жизнь, битва за пропуск в серии А. Итак, составы. Интер. Манчини дал сегодня возможность поиграть тем, кто мало играл по ходу сезона. В частности, это касается Альваро Рекобе. А в атаке Лацио удар по воротам и 1-0. На первых минутах матча Горан Пандев с помощью рикошета оформляет гол. Записывает его на свой счет. Лацио делает огромный шаг к Лиге чемпионов. Ну, я еще раз подчеркиваю, что в двух оставшихся матчах, ну, конечно, Лацио это самое очко наберет. Еще не факт, что Эмполи выиграет все оставшиеся поединки, и Палермо в том числе. Но все равно, конечно, было бы очень приятно и престижно в Лигу чемпионов попасть через Сан-Сиро.
Станкович привез этот гол, очень неудачно поскользнулся, упал, ну и дальше рикошет от Марка Матерацци. Неимоверные сложности мяч был для Сезара. Но я полагаю, гол все-таки надо на счет Пандева записывать. Ну, в ассистента ему можно Станковича с Матерацци записать. 1-0 проигрывает Интер. Но составом я все-таки закончу. Еще об одной интриге этого матча сказать стоит, я думаю, отдельно. Так вот, Жулио Сезар в воротах. Оборона: Максвелл, 6 номер слева, Майкон, 13 справа, Бурдиса, 16, Матерацци, 23 в центре. Хавбеки: Хавьер Дзанетти, 4 номер слева, справа 21 номер Сантьяго Солари, в центре Патрик Вейра, 14 и 5 Станкович под нападающим Рекоба, 20 номер, и впереди на передней линии Эрнан Креспо, 18 номер. Ибрагимович сегодня не попал даже в заявку на матч. Ну и целый ряд игроков: Камбьясу, Фигу, который все-таки объявил о том, что он завершает карьеру, остались в запасе. Интеру в этой встрече, ну, ровным счетом ничего не нужно. Даже трудно сказать, какую мотивацию может эта команда найти. Но это вообще-то хулиганство, вот так вот играть на своем поле. 0-2. 0-2 на 3-й минуте матча. Стыдно так играть перед своими болельщиками. Массимо Мутарелли делает счет 2-0. Теперь, чтобы не попасть сегодня в Лигу чемпионов, надо Лацио пропустить 3 мяча, при этом ничего не забив. Но это Роберто Манчини. Мы сегодня с вами порассуждаем о нем, о его будущем. Словно из серии С команда сегодня вышла в черно-синей форме. Полный разброд из шатаний. В обороне никто не мешает Берами. Нет, не Берами, это Хименес делал передачу в штрафную площадь, и Мутарелли в пустые ворота. 2-0. Вот такое начало матча. Болото, 42-летний, защищает ворота Лацио. В защите слева Берами, 85 номер, справа Дзаури, капитан команды, 8. В центре обороны 25-й Крибари и 13 номер Севилья. Опорный полузащитник Ледезма, 24-й, слева 26-й Мудингай, справа 5-й Мутарелли, под нападающими 77-й Хименес, и впереди Пандев, 19-й, Рокки, 18-й. Очень мощная группа атаки сегодня у Лацио для выездного матча. Фактически она состоит из 3 нападающих, потому что Хименес атакующий игрок, это форвард, он здорово играл в последних встречах. Хименес один из немногих футболистов, мы это отмечали по ходу сезона, в которого Лацио вложил деньги кэшем, что называется, то есть заплатил за его трансфер весьма приличную сумму. Это при том, что в принципе Лацио очень скромно себя ведет на трансферном рынке, но, видимо, вот считают, что Хименес — это футболист, на которого можно рассчитывать в обозримом будущем. И вот в концовке нынешнего сезона Хименес все чаще и чаще появляется в стартовом составе. Вообще будет веселая игра, такая бесшабашная со стороны обеих команд, я думаю, тем более, что вот такой счет, 5 минут не прошло, а уже 2-0 в пользу Лацио. Фантастически играет Интер в последнее время. 8 мячей команда пропустила за 95 минут другого матча. И все эти 8 штук уже получили от римских клубов футболисты Интера. 6-2 с таким счетом опозорила буквально Рома миланский Интер в первом матче Кубка Италии. Предстоит ответная встреча на Сан-Сиро, но шансов, как вы понимаете, 0 у Интера на победу. И Роберто Манчини сам лично об этом заявил, сказав, что шансов у нас нет, кубок мы проиграли. 2-6, еще раз подчеркиваю. И вот сегодня уже 0-2 от Лацио. Что из всего этого следует? То, что сезон Интер заканчивает, как это ни парадоксально, на минорной ноте. Да, команда стала чемпионом, но все прекрасно понимают, но за исключением болельщиков Интера, что чемпионство, в общем, это по большому счету, ну, такое, может быть, и не кабинетно-бумажное, как это было в прошлом сезоне, но тоже это чемпионство, которое ровным счетом ничего не говорит о могуществе и силе Интера. Так просто совпало, так получилось, что в нынешнем сезоне конкуренты оказались не в состоянии оказывать Интеру сопротивление. Плюс еще вот такие штрафы, как у Фиорентины и Милана. Изначально эти команды выкинули из чемпионской гонки. Плюс Милан не имел возможности усилить свой состав. Не знаю вообще, в каком дивизионе он начнет этот чемпионат. Так что у Интера изначально конкурентов не было, за исключением Ромы. Но вы помните, что Интер Рому
прямо на старте чемпионата обыграл на выезде. И после этого стало всем ясно, что конкуренции в борьбе за Скудетто просто-напросто не будет. И мы с вами об этом говорили в самом начале чемпионата, предсказав Интеру победу с завидным преимуществом. Так оно и получилось. Вот, так что чемпионство чемпионством, но Интер провалился в Лиге чемпионов, вылетев уже на ранней стадии. Хотя Интер, на мой взгляд, должен был считаться и считался одним из фаворитов турнира. А нет, вылетели. И Кубок Италии можно по-разному проиграть, но 6-2 сгореть в одном из финальных матчей, это, конечно же, ни в какие ворота не лезет. Таким образом, Интер проваливает, в общем-то, концовку сезона, к которой можно отнести и Лигу чемпионов. Берами получил травму, поэтому пауза небольшая в игре. И что теперь? Теперь абсолютно ничего не понятно с Манчини, ничего не понятно с перспективами команды на следующий сезон. Моратти предстоит целый ряд очень сложных и непростых решений. Да, под его руководством команда наконец 2 раза подряд завоевала Скудетто. Но на международном уровне ничего. Да и на внутренней арене Интер, имея колоссальное преимущество по составу, по финансовым возможностям перед той же Ромой, откровенно провалил этот матч. Я не знаю, может быть, внутри Интера творится что-то такое, недоступное нашему пониманию на таком большом расстоянии. Может быть, я не знаю, игроки там сплавляют главного тренера. Трудно судить об этом. Но ненормально, да, когда клуб, имеющий огромное преимущество по набранным очкам в чемпионате, почти на 20 опережая вторую команду, сгорает ей же 2-6 в очном поединке. И теперь 0-2 на своем поле в матче чемпионата. Ссылки на то, что Интер не мотивирован, в данном случае, мне кажется, не проходит. И это еще не вечер. Еще одна атака Лацио. Удар по воротам опасно. Дзаури оказался в штрафной площади. Ну, такая бесшабашная игра. Защитник Дзаури оказался на месте нападающего. Пробил по воротам немножко неточно, при том, что Дзаури вообще играет, по идее, должен играть правого защитника. Оказался на месте левого нападающего. Не исключено, что они поменялись местами с Берами после травмы швейцарца. Так что придется еще поломать голову руководителям Интера, кто будет тренировать команду, как все это будет выглядеть в следующем году. В году, в котором обещает быть очень интересным сезоном. Мне лишний раз приходится развести руками от растерянности. Как же так получилось, что мы остались без серии А? Мы, не вы. У вас-то она будет на других каналах. А чемпионат обещает быть очень интересным. Ювентус возвращается, Джено, Наполи. Конкуренция будет в следующем году просто сумасшедшая. Тем более, что Лацио сейчас уже, записав бюджет, как минимум 10 миллионов евро, а то и больше, гарантированных от участия в Лиге чемпионов. Ну, хотя как гарантированных, квалификационный раунд, но все равно. Я думаю, что Лацио должен попадать в основной турнир. И, стало быть, можно уже селекционную работу как-то вести более смело и раскрепощенно и тратиться на футболистов. Укрепить состав Милан, укрепить состав Ювентус, Фиорентина. Наполи, я думаю, тоже в лигу войдет, в серию А, не для того, чтобы бороться за выживание. Классный будет чемпионат. Рома тоже наверняка усилится. В общем, после вот такой пробуксовки в нынешнем сезоне, я думаю, серия А в следующем году, в следующем сезоне, да, потому что календарный год все тот же, покажет себя во всей красе. 2-0 выигрывает Лацио на выезде у Интера. Пока никакой работы у Болоты нет. Патрик Вейра, пропустивший практически весь сезон, делает передачу на Станковича. Тот бьет прямо в руки Болотти. Несложный удар для многоопытного ветерана, побившего, по-моему, все вообще мыслимые рекорды
Одно дело в таком возрасте числиться в запасе своей команды, а другое дело играть, и причем достаточно регулярно играть. А Болотте даже еще не 42, уже 43 ему исполнилось месяц назад. И я думаю, это абсолютно рекордсмен. К тому же в таком возрасте умудрился он, я еще раз повторю, не просто в запасе сидеть, а регулярно играть. Это его 11-й матч в нынешнем сезоне, плюс 3 матча на кубок он сыграл. С 81 года, представьте себе, в большом футболе этот вратарь. И большую часть карьеры провел в серии А. Лишь в начале этой самой карьеры с Моденой в С1 ФБ он несколько сезонов провел. А начиная с 90-го года серия А практически без исключения. Не исключено, что и на следующий год Болотто останется в качестве действующего вратаря в команде. Но Перуцци тоже не первой молодости, тем не менее. С вратарской линии у Лацио, как видите, все в порядке, несмотря на солидный возраст обоих голкиперов. Не видно, чтобы Интер был задет как-то за живое. Равнодушно команда относится к происходящему с ней в последнее время. Не было больших переживаний после поражения от Ромы. Все шишки на Роберто Манчини сыплются. А представьте себе, в каком состоянии вообще находится Интер. Проигрывает 2-6 с этими 90, по большому счету, никому не нужными очками в турнирной таблице, когда главный соперник Интера, Милан, готовится к финалу Лиги Чемпионов. Потихонечку меняются акценты, меняются приоритеты. Если раньше любой итальянец, любой футболист, любой тренер вам бы сказал, что, раньше, там, 5-10 лет назад, что победа в Европе ничто по сравнению с успехом в чемпионате, постепенно вот это вот отношение к самим себе в восхитительных тонах, оно, в общем, меняется на понимание того, что финансовое благополучие клуба зависит в основном от успехов в Европе. И победа в Лиге Чемпионов сейчас не менее, а может быть даже более ценна для того же Милана, чем всего лишь 4-е место в чемпионате. Еще, может быть, и 3-е, во-первых. А во-вторых, это не важно, потому что в любом случае, что 3-е, что 4-е место — это квалификация Лиги Чемпионов, не более того. Вообще, отношение к первым 3 местам как к некой призовой тройке, мне кажется, оно себя изжило в большинстве стран, да даже в России. Вы знаете, я сегодня специально по этому поводу консультировался с представителями премьер-лиги российской. У нас никакие медали ни по регламенту не предусмотрены за 2-е и 3-е место. Сейчас Креспо опасно пробил, не попал в угол. Только дипломы вручаются за 2-е и 3-е место. Вручаются только золотые медали. А в других странах уже и подавно все забыли о 2-м, 3-м месте. Есть 1-е место чемпионства, есть 2-е место, вернее так, расклад по местам в зависимости от того, какие еврокубковые перспективы в зависимости от занятого места открываются. Или Лига Чемпионов, прямая путевка, или квалификация Лиги Чемпионов, но это то же самое по Кубку УЕФА. Так что большой разницы, что 3-е, что 4-е место в чемпионатах Англии, Испании, Италии абсолютно никакого нет. Так что для Лацио сегодняшняя встреча важна именно, и вопрос ставился так: сегодня Лацио может математически и формально, и всячески оформить себе путевку в Лигу Чемпионов. О том, что Лацио может стать 3-м в чемпионате, это большая радость для болельщиков, не говорит никто, потому что там уже давным-давно поняли, это не имеет значения, 3-е место или 4-е. Главное — Лига Чемпионов. 2-0 Интер выигрывает, вернее проигрывает на своем поле Лацио. На 3-й минуте Пандев, на 4-й Мутарелли забили эти мячи. Интер все-таки каким-то образом пытается настроить себя на футбол, но особо ничего такого острого штрафной Болотто не возникает.
15. Ну вот я так просто прикидываю, если добавить очки Милану и Фиорентине, вот эти вот штрафные, и Лацио, то тогда Лацио был бы на 5-м месте и в Лигу Чемпионов бы не попал. Так что Лацио, конечно, выше головы прыгнул. И блестяще, еще раз повторяю, воспользовался ситуацией. В следующем году, я думаю, Лацио будет мечтать о борьбе за место где-нибудь в шестерке. Вот так вот, имею в виду, в места, которые дают право в Еврокубках играть. Хорошая команда, очень хороший тренер, никто не спорит. Но по составу Лацио, ну, конечно, значительно уступает целому ряду команд. И возможностей таких, как у Фиорентины, например, укреплять состав в межсезонье у Лацио не будет, даже несмотря на вот это гипотетическое подспорье для бюджета в виде денег от Лиги Чемпионов. Удар Пандева в ближний угол. Не точно. Из Рима много болельщиков приехало, потому что хотят болельщики быть рядом с командой в момент достижения цели, о которой можно было, по большому счету, только мечтать в начале чемпионата Лиги Чемпионов. Это прекрасное достижение для Делио Росси и его команды. Лацио может и проиграть сегодняшний матч 2-1. Креспо отыгрывает один мяч. Лацио может и проиграть сегодняшний матч и все равно после этого тура показаться в Лиге Чемпионов, если проиграет Эмполи. Вернее так, если Эмполи не выиграет в сегодняшнем матче. Роберто Манчини что-то подсказывает Хавьеру Дзанетти. Я думаю, это не последний гол в сегодняшнем матче, судя по тому, как играют команды в обороне. Далеко не так внимательно, как мы к этому привыкли. Что касается Интера, то уже вовсю идут разговоры о следующем сезоне, о том, как будет выглядеть Интер, в каком составе, кто тренировать его будет. Пока по Манчини еще есть вопросы, ясности здесь нет. И нет ясности с нападающими. Сгущаются тучи над Адриано. Сезон он провалил, очень мало забил, много было к нему претензий по дисциплине. И, похоже, даже Моратти уже не готов поддерживать и защищать, как он это все время делал, своего любимца. На днях было сказано, что Адриано останется только в том случае, если он даст гарантии того, что пересмотрит свое отношение к делу. Ну, Адриано уже клялся неоднократно, божился и в телеинтервью, и в каких-то других своих выступлениях, что вот он осознал, пересмотрел и будет думать только о футболе, а не о клубах, красивых девушках и так далее. Пока у него не получается, и велика вероятность того, что Адриано не сменит Интер на какой-то другой клуб, но им больше всего интересуется мадридский Реал, который заодно интересуется и Златаном Ибрагимовичем, футболистом, который в последнее время стал главной целью трансферных спекуляций в Италии в отношении игроков Интера. Ледезма подаст угловой. Посмотрим, чем это закончится, потом продолжим. Но я думаю, вы мне сегодня позволите так от игры несколько отвлекаться, поскольку, в общем, со спортивной точки зрения мало что решающая игра. Мы смотрим, как гол забивал Интер, там мяч в руки попал защитнику, но это все не важно, то, что мяч оказался в воротах.
Спина Ибрагимовича, продолжим. Всерьез претендует мадридский Реал, которому, видимо, очень нужен нападающий. Судя по всему, Капелло в Реале остается, особенно если Реал выиграет чемпионат, а после вчерашнего у Реала эти шансы весьма и весьма окрепли. И именно Капелло настаивает на том, чтобы Ибрагимович появился на будущий год в Реале. Там еще компания Nike, которая является спонсором Ибрагимовича. Ну, не то чтобы спонсором, а Ибрагимович является одним из рекламных лиц компании. Сейчас там два главных фигуранта. Это Роналду из Манчестер Юнайтед и Рональдиньо из Барселоны. И вот появилась информация о том, что Nike хотят сделать ставку на Ибрагимовича и потихонечку его тоже раскручивать как одного из главных своих рекламных лиц. И в этой связи очень любопытная возникает ситуация. Сейчас атака Лацио хорошая. Рокки может делать счет 3-1. Немножко не повезло. Ну, может быть, и не знаю, игроки Интера смотрели чемпионат мира по хоккею и как-то прониклись результативностью этого вида спорта. Все бесшабашная игра. Второй матч подряд у подопечных Роберто Манчини. С чудом третий мяч не оказался в воротах его команды. Не понимает сам тренер, что происходит с его футболистами, но, наверное, они тоже не очень понимают, как так можно играть в защите. Итак, Ибрагимович. Компания Nike хочет вложиться в него как следует. Ну и дальше возникает очень любопытная вещь, неприятная для клуба, за который играет Интер. Дело в том, что агент Ибрагимовича сразу же сообщил Марате, что если вот компания Nike подписывает такое соглашение с Ибрагимовичем, оно у нас, как я понимаю, уже подписано, о рекламном сотрудничестве, стало быть, Ибрагимович должен стоять в одном ряду с первыми рекламными лицами компании Рональдиньо и Роналдо, а именно по зарплате. А проблема в том, что зарплата Рональдиньо и Роналду выше, чем у Ибрагимовича, причем у Рональдиньо в 2 раза выше, чем у Ибрагимовича, у манчестерского португальца не в 2 раза, но тоже прилично выше, чем у шведа. И перед Марати поставлен вопрос агентом Ибрагимовича, или такая же, как у Рональдиньо, или как минимум, как у Роналду, или мы ищем другую команду. Реал, судя по всему, готов платить Ибрагимовичу столько, сколько хочет его агент. И вот этот вопрос, который сейчас будет решаться руководством миланского клуба. Естественно, желание есть оставить Ибрагимовича у себя, но тогда нужно будет пойти на значительные расходы по увеличению зарплаты Златана. Вот, пожалуй, главная новость, касающаяся трансферов миланских, но о том, что с клубом все не все в порядке, говорят результаты и игра команды в последних матчах. Но Манчини ссылается на отсутствие мотивации, однако непонятно, как отсутствие мотивации могло проявиться в Лиге Чемпионов в Кубке Италии. При таком большом преимуществе, которое Интер имел по всем показателям в нынешнем сезоне, а в результате команда остается только с одним титулом Скудетто. Маловато. Интер сделал одно уже приобретение. Я думаю, болельщикам команды будет интересно об этом узнать. Приобретен 18-летний капитан молодежи юношеской сборной Чехии Ян Хабл. Из клуба «Радец».
Центральный полузащитник, которого сравнивают по характеристикам и манере игры с Даниэле де Росси из Ромы. Хороший такой веселый футбол, такой для ночного просмотра, вполне любопытно. Ну так вот под картинку такую веселую я вам, собственно, и рассказываю вокруг да около. Потому что такой матч, мне кажется, особенно комментировать не имеет смысла. Открытый футбол. В свое удовольствие, по большому счету, играют обе команды. Анализировать игровые действия Интера и Лацио не вижу смысла. Хотя, пока вот с этим чехом ясности окончательно нет, потому что Селтик из Глазго тоже на него положил глаз. Однако у Интера есть уже предварительная договоренность с агентом футболиста, что он переходит в Интер. Осталось только вот подписать с ним контракт. Ну, что еще интересного можно отметить? Фигу после победы над Мессиной подтвердил, как я уже вам сказал, что он уходит из Интера. И из этого следует, что, скорее всего, Фигу заканчивает карьеру. Хотя пока, в общем, тоже здесь есть вопросы, потому что у Фигу есть предложение из Ближнего Востока. То ли из Саудовской Аравии, то ли из Катара. Ну, в общем, вот этих стран, где за сезон можно заработать колоссальные деньги. Почему бы нет? Почему бы Фигу от этого отказываться? Но из Интера он уходит после матча с Мессиной. Фигу еще раз подтвердил это в интервью, сообщив журналистам, что Моратти уже о своем решении он известил. Корректная игра, но вот вдруг досталось тут на ровном месте Севилье. Так нарушений практически нет. И арбитр сегодняшнего матча Банти незаметен, и работы у него нет практически никакой. Подходит к концу первый тайм. 2-1 Лацио выигрывает на выезде у Интера. Четверть часа до перерыва. В игре, в которой Лацио может формализовать свое участие в квалификации Лиги Чемпионов. Есть вопросы по Креспо, который принадлежит Челси. Мауриньо заявлял о том, что он хочет вернуть Креспо в команду. Но, может быть, возвращать или не возвращать будет решать уже не Мауриньо, а другой тренер. Но поскольку он принадлежит Челси, Интер не может в одностороннем порядке оставить Креспо у себя. Хотя желание, конечно, большое у Массимо Моратти, чтобы Креспо играл и дальше за Интер. Самое главное, что у Креспо нет никакого желания возвращаться в Лондон. Он себя очень комфортно чувствует в Италии. У него дом здесь, в Милане, и семье его, как он не раз говорил, гораздо комфортнее и спокойнее здесь, на итальянской земле, а не в Лондоне. Ну, а что касается, продолжая все развлекать болельщиков Интера, что касается возможных приобретений Интера, то на данный момент никакие большие имена вокруг Интера не фигурируют в качестве возможных приобретений. Более того, Массимо Моратти сказал, что он не планирует в этом году, этим летом,
никаких громких приобретений. Ну, таких, как, например, планирует Милан, уже практически договорившись с Рональдиньо. Ну, хотя там тоже еще много вопросов, но, по крайней мере, Милан ведет работу очень активную в направлении вот этом, приобрести одну мегазвезду и еще одного футболиста с статусом футболиста экстра-класса. Вот Интер пока такой работы не ведет. Моратти опровергает версию о том, что в Интере могут появиться очередные дорогостоящие новички. Ну вот судите сами, как ко всему этому относиться, если Интер может без нападающих вообще остаться. Ну, представим себе, Адриано в Интере не остается. Ну и вообще, мне кажется, на него рассчитывать в качестве основного нападающего, к сожалению, не приходится. Уходит Ибрагимович. Челси не отдает в аренду Креспо. Все здорово придумал сейчас с центра поля пробить поворотом Альваро Рекоба. Рекоба уже давно не в форме, практически не играет. Некогда один из самых талантливых игроков в мире, не побоюсь этого слова. Но так толком ничего из его карьеры не вышло, к сожалению. Для него, я думаю, и для мирового футбола в том числе, и для уругвайского в частности, игрок-то был незаурядных способностей. Однако вот в этой именно команде Интере проявить себя по-настоящему Элькино, как его в Италии называют, не получилось. Рекоба практически не играет. В этом сезоне 1 гол забил. Ну и вообще забивал он, что бы то ни было, такое, чтобы можно было об этом говорить, 7 лет назад, когда он 10 мячей забил. Это его рекорд за сезон. Конечно, это не серьезно, и совсем не такого футбола ждали от футболиста, которому уже, между прочим, 33. 31, но все равно не юноша уже далеко. 2-2. Креспо сравнивает счет. Правда, там могло быть вне игры. Нет, засчитывается гол. Дубль оформляет Эрнан Креспо. Еще раз намекая на то, что в Интере ему комфортно и не хотелось бы ему менять команду и возвращаться обратно в лондонский Челси. Давайте посмотрим. Неразбериха опять в обороне. Патрик Вейра. Конечно, это была существенная потеря для Интера. Я думаю, не было офсайда. Креспо, браво, здорово сыграл. Очень классно. 13-й гол в сезоне забивает Эрнан Креспо. И вообще очень удачный сезон. Он не все же игры проводил, тем более в основном составе. Так что средняя результативность у Креспо очень высокая. Лучший бомбардир команды Златан Ибрагимович забил 15 мячей в этом сезоне. Так что Креспо его почти догнал. Но при этом Златан ничего не забил в Кубке Италии и в Лиге Чемпионов. А Креспо, в свою очередь, в этих турнирах забил 4 мяча. Так что, по сути дела, Креспо забил больше за сезон, чем Златан. И Креспо, лучший бомбардир Интера в нынешнем сезоне. 17 мячей на его счету стал. Против 15 у шведов. 2-2. 4 мяча мы уже увидели, а еще первый тайм не закончился. По сумме двух последних матчей счет 8-4 в пользу соперников Интера. Любопытно. У нас некоторые команды в чемпионате России после 9 туров такую разницу мячей имеют.
Да, так что завершаем рассуждение о перспективах Интера и его составе команды на будущий сезон. Очень много будет зависеть от того, кто из нынешних нападающих останется в команде. Потому что если вот обозначенные люди по разным причинам клуб покинут, то, конечно, надо будет первого основного нападающего искать где-то. А это проблема. Проблема большущая. Такого, который гарантированно 20 за сезон забьет, даже в супер богатом клубе найти нелегко. Дзанетти столкнулся с соперником. Мудингаю досталось. Неудачно он упал на запястье. Ну, вроде бы все с ним в порядке. Никакой перелома нет. Можно играть дальше. В атаке римляне. Подача в штрафную площадь. Интер отбивает мяч. Вейра. Технично. Ледезма. Еще раз настаиваю на том, что Ледезма одно из лучших приобретений Лацио. Здорово с ним, конечно, угадали. Прекрасный центральный полузащитник Ледезма. Ну вот и страсти накаляются в этом матче. Вейра получает желтую карточку. Завелись футболисты в концовке первого тайма. Все вроде было корректно, спокойно. Вдруг пошли нарушения. Ну, знаете, тоже аппетит приходит во время игры. Не было мотивации, но так раззадорило футболистов Интера развитие событий. Много горячих латиноамериканских парней в составе клуба. И досталось восходящей звезде Лацио Хименесу, в которого, еще раз повторяю, вложены очень серьезные деньги. А это значит, что именно в Хименесе руководство клуба видит будущее команды. Футболист, вокруг которого будет строиться атака в ближайшие годы. Ну и плюс Пандев, плюс Рокки. Эти-то ребята вовсе не возрастные футболисты. Я думаю, еще своей команде послужат. Томмазо Рокки великолепно провел сезон. Мне непонятно, почему ему совсем не доверяет Роберту Донадонни. Не дает ему возможности проявить себя в сборной. Рокки из итальянцев один из лучших нападающих в нынешнем сезоне. Я думаю, 15 мячей на его счету. Хороший результат. Ну а на Лацио пока пробьет штрафной. Достаточно опасный. Пандев и Хименес у мяча. Очень долго отодвигают стенку. Ну и молодой чилиец. 22 ему всему. Ой, какой гол забивает, а! 3-2. Счет становится. А забил Ледезма. Тот самый Ледезма, которого не устаю нахваливать. И считаю, что настанет час, когда Ледезма получит, наконец, приглашение в национальную сборную. Я думаю, что в паре с Маскерано это могла бы быть просто блистательная пара центральных полузащитников. Пока Ледезму не зовут. Слишком высокая конкуренция в аргентинской команде. Но игрок еще очень молодой. По футбольным меркам, что такое 24 года? Смешно. Еще раз настаиваю на том, что с Ледезмой Лацио просто супер угадал. Еще один из ключевых, мне кажется, игроков, которые стали вот тем фундаментом, на котором Делио Росси выстроил в результате игру своей команды.
Еще одна атака римлян. В офсайде Хименес. На тоненькой. 5 мячей уже мы увидели в первом тайме. Еще один выпад Лацио. Пандев, передача в сторону Рокки. Да, в обороне Интер не играет никак. Но, впрочем, проблема в этой линии у Интера были по ходу всего сезона. Да и они уже не первый сезон, на самом деле, у Интера. В защите команда играет вовсе не по-итальянски. Очень много свободного пространства оставляет. Может быть, дело и во вратаре в том числе. Но вот в этом сезоне доверили Жюлио Сезару. Ну, и то он не все время играл. Только периодически появлялся, потом вновь садился в запас. Стабильности во вратарской линии у Интера не наблюдается. Подходит к концу первый тайм, совсем немного времени осталось. 3-2. Интер проигрывает Лацио на своем поле. У Интера дважды отличился Креспо. У Лацио Пандев, Мотарелли, Ледезма. Подчеркну для тех, кто не сначала смотрит. Уже на 3-й и 4-й минутах Лацио забил 2 гола. Но это шикарный удар Ледезма. Просто великолепное исполнение штрафного. С шага, смотрите. Ну, с полутора шагов. Изумительный удар. И второй гол в чемпионате Кристиана Ледезмы, талантливейшего центрального полузащитника. Пандев. Мотарелли наткнулся на Матарацци, который неловкую передачу сделал на Креспо, но мяч нападающий Интера в поле оставил. Заканчивается 45-я минута и, наверное, последняя атака Интера в этом тайме. Солари потерялся. Загадочный игрок. Скорее всего, Интер с ним расстанется, но потому что особой пользы от его нахождения в команде нет. Вроде такой универсальный игрок, но вот из серии игроков, которые вроде могут на любой позиции сыграть, а пользу по большому счету не приносят. Хотя Солари в крутых командах всегда играл. Ну там Реал, Интер, куда уж круче. Но по-настоящему так нигде толком не закрепился. Ну а по нападающим вот... Появилась информация, что Интер интересуется всерьез Давидом Суазо из Кальяри. Говорят, что это будет первое приобретение такое существенное Интера в межсезонье. Ну, в общем, все, что можно по трансферам, я вам рассказал. Во втором тайме просто уже посмотрим футбол. Ну и все, прозвучал свисток к перерывам. 3-2 после первого тайма. Команда Делио Росси впереди в матче, в котором Лацио может
формально получить право участвовать в квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Для этого нужно удержать хотя бы ничейный счет, а Лацио уже даже выигрывает. Посмотрим, я думаю, будет веселая игра с голами и во втором тайме. Пока перерыв. В Милане начинается второй тайм матча Интер на Лацио, 36-й тур серии А и увлекательный по количеству голов поединок. «3-2». Лацио впереди. 5 мячей уже увидели болельщики за 45 минут. И это еще не вечер. Замены произвел Роберто Манчини. В частности, одно из последних появлений в форме Интера Луиша Фигу, так сказать, на бис. Лацио в случае ничейного результата гарантирует себе, даже в случае ничейного результата, гарантирует себе участие в квалификации Лиги Чемпионов на будущий год. Но у Интера была, пожалуй, одна задача: как-то взбодрить себя после унизительных 2-6 в первом финальном матче Кубка Италии от Ромы. Но этого не получилось. Команда явно не настроилась на эту игру. За 2 минуты пропустила в начале встречи 2 мяча. После ударов Пандева рикошетом через голкипера и после точного удара Мутарелли 2-0. Затем Креспо сделал дубль. Однако Ледезма блистательным ударом со штрафного под занавес тайма вывел Лацио вперед. И римляне продолжают атаковать. Химена сделал пас на руки чуть-чуть неточно. Итак, составы команд. Интер Жулио Сезар в воротах. В обороне справа Майк, он 13-й. Слева Максвелл 6-й. В центре Бурдиса 16-й. 23-й Матерацци, опорный полузащитник Вейра. 14-й рядом с ним 5-й Станкович. На правый фланг вышел Луиш Фигу вместо Салари, 7-й номер. Слева капитан команды Хавьер Дзанетти, 4-й. Впереди 20-й Рекоба и 18-й Креспо. Лацио Болото в воротах. Защитники: 85-й Берами, 13-й Севилья, 25-й Крибари, 8-й Дзаури, хавбеки 26-й Мудингай, 24-й Ледезма, 5-й Мотарелли, 77-й Хименес. Впереди 19-й Пандев, 18-й Рокки. Главный судья встречи Банти. Под занавес первого тайма завелись команды, особенно Интер. Была очень корректная игра, но в конце пошли нарушения. Даже в одном эпизоде сцепились футболисты обеих команд. Вот как раз в том эпизоде, после которого Ледезма со штрафного забил. Однако, в общем, потом в концовке уже самой тайма все успокоилось. Продолжает Лацио контролировать ход матча. Ускорился Максвелл по флангу, но подать ему толком штрафной не удалось. Фабио Гроссо, чемпион мира, так и не закрепился в основном составе Интера. Я полагаю, что в следующем году Максвелл будет основным левым защитником, а Гроссу придется удовольствоваться местом на скамейке запасных. Яркий пример того, как с огромным трудом адаптируются в больших клубах игроки, звездившие в клубах поскромнее.
был одной из главных фигур в составе Палермо, Фабио Гроссо. Ярко проявил себя на чемпионате мира. Но здесь игра за сборную все-таки несколько иное. Тем более, что, как правило, это краткосрочные какие-то сборы. Один матч там в месяц, в два. Ну и, соответственно, чемпионат мира тоже достаточно краткосрочный турнир. Речь идет о продолжительном регулярном выступлении за команду по ходу сезона. То же самое было, вспомните, с Канаваро. В том же Интере, я не хочу сказать, что именно Интер кладбище талантов. Как играл Бонеро в Парме и как он играет в Милане, где практически не играет. Много таких примеров. Вера сейчас после прострельной передачи разочаровал Михайловича и Манчини. Хотя здесь молодец защитник, который француза опередил. Угловой должен подавать, по идее, Интер. Или Вера бил, трудно сказать. Нет, угловой от головы Севильи мяч ушел за пределы поля. Ну что, вот еще одно наблюдение касательно Интера. Да, этот сезон Интеру, конечно, дал правого защитника, я думаю, на годы вперед. Майкон, я думаю, один из лучших в составе команды был в нынешнем сезоне. Подобно бы Интеру насчет вратаря, такого вот стабильного первого номера. Жулио Сезар неплохой вратарь, но все-таки такой грант, как Интер, мне кажется, мог бы претендовать на что-то более такое значительное в качестве первого номера. Ну а так состав на любой вкус, игроки. Даже когда были травмы и череда травм у ряда игроков, не было такой ситуации у Интера, ну, что совсем не ставить некого. И, там, скажем, молодежь приходилось бы выпускать на поле, как это приходится делать там уже Фергюсону в Манчестер Юнайтед. Стимена с мячом. Ох, как технично. Здорово, реакция у Жулио Сезара, конечно, превосходная. Ну, абы какой вратарь, конечно, в Интере оказаться не может, но, мне кажется, стабильности Жулио Сезару не хватает. Удар был сложный, уходящий. Хименес издевательски разобрался с Бурдисо. Я не знаю, кто именно в Лацио занимается трансферами, но это очень грамотный человек. Просто умница большая. Все по делу абсолютно. При таком ограниченном бюджете настолько мудро, умно распорядиться деньгами. И деньгами не только трансферными, но и контрактными деньгами. Подписать на свободном трансфере и за небольшие деньги двух центральных защитников, которые, ну, плохие разве защитники Севильи и Крибари. А кто, вы слышали о них до того, как они в Лацио пришли? Я, например, только когда футболист пришел в Лацио, узнал о том, что Крибари, например, бразилец. Я думал, что он итальянец. А оказался бразилец. До этого тихонько, скромненько пыливший себе в Эмполе в течение многих лет. Но это объявление традиционное, к сожалению, для итальянских стадионов. Наши болельщики часто жалуются, что на выезде, так сказать, организаторы матча, силы, обеспечивающие безопасность, на стадионах слишком надолго задерживают гостевых болельщиков на секторе. Но Италия, конечно, здесь не пример для подражания вовсе, но эта проблема, к сожалению, не только российская, но и, в частности, итальянская. Выездных болельщиков в секторе держат очень долго. И сейчас как раз вот диктор по стадиону напомнил многочисленным болельщикам Лацио, которые приехали поздравить свою команду с выходом в Лигу Чемпионов, что им придется посидеть довольно продолжительное время на своих местах, пока тифози Интера не разойдутся и не уйдут на безопасное для болельщиков Лацио расстояние от стадиона. Нет, в Милане-то на самом деле все достаточно всегда спокойно. Это, в общем, раздувание средствами массовой информации, каких-то конфликтных ситуаций.
Хотя просто стадион так расположен на отшибе, что, в общем, при желании там найти возможность для какой-то стычки есть всегда. Но в последнее время, особенно после этой истории, в Катании все спокойно, ну и так перестраховываются организаторы матчей, заставляя болельщиков гостевой команды сидеть на секторе продолжительное время по окончании игры. Додумались в Италии до того, что всерьез обсуждался вопрос о запрете выезда на матчи своей команды. Но это уже, по-моему, абсурд совершеннейший. К счастью, до этого не дошло. И вообще странно, как это можно было бы проконтролировать, если официально через фан-клуб клуба запретить продажу билетов, то кто же мешает своим ходом? В конце концов, Италия пока что свободная страна. Кто же запрещает проехать на поезде и купить билеты с рук? Даже более будет взрывоопасная ситуация, потому что откуда и знаешь, на какую на трибуну упадет там десяток другой приезжих, болельщиков. Но ведется направление, в этом направлении работа в Италии. И самый главный вопрос, который сейчас обсуждается вот в свете всех этих событий нынешнего года, это поправки какие-то в законодательство и работа в направлении того, чтобы стадионы, которые в большинстве своем муниципальные, чтобы стадионы стали собственностью клуба или переданы каким-то образом в собственность клубов, поскольку тогда клуб будет отвечать за организацию безопасности во время матчей, а не муниципальной власти, у которых на это, в общем-то, ни сил, ни времени особого нет. Ну и ответственность совершенно другая. Когда клуб просто арендатор, да, и когда он хозяин, совершенно разные вещи. Неинтересная игра во втором тайме. Спят команды. Интер. Не видно, что... Ну, в первом тайме поразвлекали болельщиков, во втором бросили играть. Но не видно, чтобы Интер так уж хотел не проиграть или не пустить там Лацио в Лигу Чемпионов, в которой Лацио все равно попадет. Ну, может быть, гол оживит игру. Еще один гол Лацио. В очередную атаку направляется римский клуб. Ну, чем я могу вас еще развлечь? Давайте какие-нибудь цифры вам любопытные назову, чтобы у вас сложилось более полное впечатление об игре команд в этом завершающемся сезоне. Ну вот, например, после атаки Лацио кое-какие цифры могу привести. Хименес с мячом. Хотел выкатить мяч Рокки под удар, но немножко не получилось. Никаких выдающихся показателей у Лацио нет. По забитым мячам Лацио на третьем месте, на том же, на котором и в таблице в обычной. 55 мячей, выше Рома и Интер. Ну, абсолютно все по таблице. С пропущенными мячами у Лацио дела обстоят тоже неплохо. Лацио на втором месте. Вместе с Ромой пропустили они по 27 до этого матча. Сегодня уже 29, сейчас могло быть 30. Но все равно это один из лучших показателей в лиге. Действительно, в обороне Лацио в нынешнем сезоне играл
Здорово, Делио Росси игру поставил команде безупречно практически. Что еще может характеризовать игру Лацио в нынешнем чемпионате? По выигранным единоборствам Лацио не лучшая команда, но лучшая Милан, Палермо, Парма, Интер вообще в середине таблицы единоборств команда выиграла меньше, чем многие другие. По фолам Лацио не самая грубая команда, но и не самая вежливая. Она ровно в середине такой вот таблицы. Самая корректная команда, как ни странно, может вам показаться, Рома. Меньше всех фолов совершили игроки Ромы. Вторая самая интеллигентная команда — это Милан. Ну а Интер на 4-м месте с конца тоже особенно не грубят. Футболисты, я думаю, здесь еще дело связано с количеством времени владения мячом. Ну, понятно, что когда ты владеешь мячом, вряд ли ты будешь нарушать правила против своего же игрока, который с этим мячом находится. Нарушают чаще те, кто отнимают. Ну а по фолах на самих себе Лацио вверху часто нарушали правила против игроков Лацио. А на Интере почему-то меньше всех фолили. Вот так вот. Всего 540 фолов. Интер на 20-м месте по этому показателю. Ну, то есть по первому. На первом, если в порядке возрастания. Угловой подает Луиш Фигу. Ну, Интер тоже можно посмотреть статистику. Больше всех забили. Не меньше всех пропустили, как мы уже отметили. По единоборствам средние показатели, по фолам мало нарушали и мало на них нарушали. В общем, такие вполне обычные показатели, ничего, скажем так, особенного. В Интере не происходило в нынешнем сезоне. Вот если хотите, так, может быть, вам тоже это о чем-то скажет. Больше всего передач выполнил в нынешнем сезоне Хавьер Дзанетти. То есть он чаще других владел мячом. 1505 передач сделал он. На втором месте Майкон, 1335. Но это при том, что Майкон на 5 игр меньше сыграл. И на третьем месте Луиш Фигу, 1035. Передач он осуществил. Так что это самый активный игрок по этой статистике Дзанетти. Ну еще Станкович тоже у него прилично, 1177. Вот он третий, а соответственно Фигу четвертый. Замена: Манфредини выйдет вместо Пандева у Лацио. Самый точный, это мы уже отмечали. Самый скорострельный, скажем так, самый точный Круз. 32 удара, 7 голов. Ибрагимович очень много мажет. 100 ударов, 15 голов. Рыкоба вообще безобразно. 22 удара, 1 гол. Креспо 53 удара, 11 мячей. Адриано тоже безобразие. 62 удара. Из них только 5 голов. Бьет много, но в основном без толку. А лучше всего в отборе. Знаете, кто играет у Интера? Хавьер Дзанетти. 76 единоборств, 64 выиграны. Самый высокий процент. Ну, действительно, он лидер, капитан. Цифры, они, в общем, редко вводят в заблуждение. Просто их надо разбавлять какими-то дополнительными сведениями. Поскольку сами по себе цифры молчаливы. Но то, что Дзанетти мы Майкона отметили, да, как одного из лучших новичков, безусловно, лучший новичок Интера. Но так в целом по сезону, конечно, харизма по-прежнему и капитан во всех отношениях лидер — это Дзанетти.
Ну а у Лацио зверь — это Мудингай, безусловно. 98 единоборств, вообще фантастический показатель. Все время в борьбу лезет. Все время, при том, что он сыграл-то всего-навсего 27 матчей. 98 единоборств, 88 выиграл. Фантастический показатель. Или Дезма тоже красавец. 94 на единоборство, 78 выиграл. Ну а вот с точностью ударов так достаточно проблематично. Пандев 72 удара, 10 мячей. Рокки 114 ударов, 15 мячей. Ну и Маккинва 19 ударов, 3 гола. Получается, Маккинва самый точный. Ничего не меняется во втором тайме. Счет 3-2 в пользу Лацио. И вяло текущий футбол. Вот защитники тоже, смотрите, в Севилье, Стендардо. Практически безупречного единоборства защитники. Стендарду 31 единоборство, 29 выиграл. Ну, наверное, это подкаты, скорее всего. Единоборство защитников чаще идут. У Севильи 41 из 44. Нарушил правила Карибари, поскользнулся и зацепил вышедшего на замену Мариано Гонсалеса. Штрафной пробьет Интер. И вот Мудингай, которого мы так похваливали. Вновь в центре внимания. Фигу мяча будет подавать штрафную Лацио. Болотто четко играет кулаками. Да, интереснейшая борьба идет внизу турнирной таблицы. Просто удивительная плотность команд. 8 команд, 8 находятся за 2 тура до окончания чемпионата в зоне вылета. 8. От Торино до Киева никто не может чувствовать себя спокойно. Наступили Хименесу на ногу. Штрафную пробьет Лацио. Ну, еще интересное событие. Надо будет в обзоре обязательно посмотреть. Виктор Будянский забил 2 гола. Видимо, вдохновило его то, что о нем вспомнили в России. И, в общем, тренеры. По-моему, кто-то даже его ездил просматривать. И смотрите, как Будянский здорово заиграл. Я думаю, что его вызовут. Должны, по крайней мере. Было бы абсурдом, если бы не вызвали на ближайший сбор национальной команды. Виктор сегодня сделал дубль. Асколи с Палермо играет и пока выигрывает со счетом 3-2. Так что вот наш парень в порядке сегодня. Играет очень результативно. И 2 гола во втором тайме забил. Центральный полузащитник. Клуба пока что серия А. Хотя Асколи вылетает, но я думаю, Будянский найдет себе место в команде серия А на будущий сезон.
что часто оказывается Хименес на газоне. 20 минут до конца игры. И болельщики недовольны тем, что Хименес продолжил игру. Максвелл покидает поле. И Эстебан Камбьясо выходит на замену. Прерываются все атаки Интера около штрафной площади Лацио. Томазо Рокки отправляется отдыхать. Макинва, как раз тот самый, о котором мы вспоминали, выходит на поле. И миланцы пытаются что-то все-таки создать в атаке. Жаль, конечно, что Рокоба совершенно потерялся. Не в сегодняшнем матче, а вообще в футболе. Хороший был футболист, к сожалению, мне кажется, надо смириться с тем, что теперь это все приходится говорить в прошедшем времени. Незаметно ушел Рокоба, незаметно присутствовал в сегодняшнем матче. Ну, надо сказать, что заменивший его Мариано Гонсалес тоже не особенно себя проявляет. Здесь борьба за мячем. Станковича сбили. Фигу посражался за мяч, вошел в штрафную, но из-под ноги у него этот мяч выбил. Отбивает Лацио эту атаку. Балотто выходит и легко забирает мяч.
15 минут до конца матча. Очередной фол. На Макине нарушили правила. Ну, вот сегодня, кстати, в газете «Дело Спорт» появилось интервью с Пандевым, за которым пристально следят из других европейских чемпионатов. Но Пандев подчеркнул, что не собирается расставаться с Лацио и видит свое будущее только в этой команде. Ну, так, просто о Лацио информации все-таки поменьше, чем об Интере. По понятным причинам, но что-то должен я был болельщикам Лацио рассказать. В общем, пока, наверное, это все не фигурирует Лацио в качестве тех команд, о которых больше всего говорят в преддверии старта нового трансферного периода, когда составы будут укреплять все команды. Хименес потерял мяч, но тут же Мудингай вступил в единоборство и в очередной раз отобрал мяч. И контратака на римлян. Макинва смещается в центр, пытается вырваться. Ну, молодец. И он молодец, и молодец Бурдиса, который не позволил себе все-таки до конца обыграть. Мариано Гонсалес оживились команды под занавес тайма, ну и вообще игры. Майкон. Мяч в руках у Балотты. Белери выйдет на поле в составе Лацио вместо Мутарелли. Автор одного из мячей. Ворота Интера.
Очередная атака Интера, попытка сравнять счет и не проиграть 2 матча подряд римским командам. И удается это сделать. Хет-трик Креспо. 3-3. Доволен Эрнан. Укрепляется он в позиции лучшего бомбардира своей команды в нынешнем сезоне. Хет-трик. Это всегда памятное событие. Лациали просительно смотрит на арбитра. Не было ли там положения вне игры. Ну, на тоненькой Креспо и второй свой мяч забил. Вот на эти такие проникающие передачи с фланга он здорово, конечно, открывается. И, конечно, чутье фантастическое у этого форварда. Ну, давайте посмотрим на повторе, что он нам дает. Он нам дает лишь только убеждение в том, что Креспо игрок высочайшего понимания того, в какой момент нужно. Ну, давайте смотреть здесь на повторе. Не было офсайда, Дзаури застрял. Браво, Креспо. То есть это смотрите, как надо оценивать игровую ситуацию. И мяч, видеть. И последнего игрока, обороняющихся, тоже за ним следить. Ну чего вы к арбитру побежали? Сами виноваты. 3-3. Но счет устраивает Лацио. Лацио в Лиге Чемпионов. В Реале, как вы понимаете, я Газету дело Спорт сегодня прочесть не мог, потому что интернет-версия существенно отличается от живой газеты. Но вот видите, весь Сан-Сиро, все болельщики Интера рвут Газету дело Спорт на части. Вот эти розовые клочки, которые летают по стадиону, это разрезано Севилья, удален за споры с арбитром. Это разрезано Газета дело Спорт, наверное, что-то такое не очень приятное для Интера было в сегодняшнем номере. И заканчивается любопытный матч. Много голов. Всегда весело, когда результативным получается поединок. И хет-трик Креспо. Который наверняка усложнит переговорный процесс между Челси и Интером по поводу этого игрока и его будущего. Камбьясо. Аут будет бросать Лацио. А ведь не будем забывать о том, что второй круг Лацио проводит без своего лидера Массимо Отдо, перешедшего в Милан. Берами, в общем, молодец, быстро освоился и уверенно играет на той позиции, которая была только исключительно за капитаном этого римского клуба. Прытко, как Мариано Гонсалес, ворвался в штрафную площадь, но пас точно сделать не сумел. Веселая получилась игра. И еще один угловой под занавес этого матча подаст Интер. Эмполи проигрывает к этой минуте, поэтому Лацио может даже и проиграть, что он и делает. Матерацци 4-3. Хорошая команда Интер. 2-6, 4-3. Ну, на севере Италии хоккей довольно популярный вид спорта. Может быть, Интеру стоит заявить какую-то команду в чемпионат Италии по хоккею. 4-3.
Но в любом случае все идет к тому, что Лацио сегодня оформит себе пропуск в Лигу Чемпионов. Увлекательный матч. Для Марко Матерацци один из, между прочим, самых результативных игроков Интера в нынешнем сезоне. Очень прилично он забил. Но не случайно попадает он во всяческие символические сборные и приглашается в сборную мира, там еще куда-то. Очень классный защитник. Что бы о нем ни говорили. Ну, характер его мы, пожалуй, обсуждать не будем. Футболист хороший. Матерацци вывел Интер вперед и забил свой 9-й гол в сезоне. Вообще просто сумасшедший результативность. 9 голов центральный защитник. Нормально. При том, что он проводит всего 27-й матч в сезоне. То есть он далеко не все встречи провел. А это еще что? В 2001 году, в сезоне 2000-2001 за Перуджу Марко забил 12 мячей. Я думаю, что это один вообще из самых результативных центральных защитников в настоящее время в мировом футболе. Просто в порядке. Матерацци. И очередной гол он забивает. Причем очень важные забивает мячи. Ведь давайте вспомним на чемпионате мира, что он делал, как он играл, как забивал. В какие ключевые моменты для своей команды. Да, 4-3. А Эмполи проигрывает Сиене. Таким образом, Лацио при любом раскладе, то есть вот даже проигрывая, выходит в Лигу Чемпионов. Но повеселили зато болельщиков футболисты обеих команд. Да, и без всякого нарушения правил. Подача, конечно, была роскошная, очень удобная. И совсем немного времени остается до конца игры. Но вот шанс у римлян. Офсайд, поднимает арбитр флаг. И быстрый ответ Интера. Перевод направо, не доходит передача до Луиша Фигу. Да, 2-6, 4-3, 9, 6, 6-9, вот так вот счет последних двух встреч Интера с римскими клубами. Все, закончились 45 минут матча и добавлено 3 минутки.
Эмполи по-прежнему проигрывает Сиене. В атаке Интер. Балотто забирает мяч. Да, 2-0 Сиена выигрывает у Эмполи. Лацио в Лиге чемпионов. Поздравляем Делио Росси и всех болельщиков римского клуба. Это очень большое достижение. Да, обстоятельства были в этом сезоне в пользу Лацио, но, знаете, этим еще нужно было воспользоваться. И Лацио мастерски все это сделал. Ну, что поделаешь, сегодня, вот видите, проигрывает команда в таком бесшабашном матче. Однако все-таки 3 гола на Сан-Сиро лациали сумели забить. В общем, всех повеселили. Ну и те из вас, кто умудрился до ночи досидеть и дождаться трансляции этого матча, я думаю, особенно не скучали. Все-таки 7 мячей. Весело. Но еще раз отметим итоги этого тура. Дубль Виктора Будянского за меньше чем месяц до важных матчей национальной сборной. Я думаю, это тоже важное событие. Интер набирает 93 очка. У Лацио и Милана по 61, потому что Милан вот на данный момент ничего играет с Катари. Но это не важно, еще раз повторяю, 3-е и 4-е место несущественно. Оба клуба сегодня решают задачу выхода в Лигу чемпионов. 2 тура до конца, и уже ни Фиорентина, ни Эмполи, Милан, Лацио догнать не могут. Так что Милан может спокойно сосредоточиться, вообще забыв обо всем, на подготовке к финалу Лиги чемпионов. Ну а Лацио может уже готовиться к следующему, соответственно, сезону, что и делает Интер, которому, правда, еще остается игра против Ромы. С 2-6 надо будет отыгрываться, мало очень реально. Но вот 4 сегодня Интер забил. В матче за Суперкубок Италии тоже с приличной форой Интер умудрился отыграться. В общем, будет веселуха наверняка очередная на Сан-Сиро. А этот матч подходит к концу. Я вам напомню, что счет открыл Пандев на 3-й минуте. Мутарелли на 4-й. 2-0 в пользу Лацио. 20-я минута, 35-я Креспо. Дубль 2-2. 41-я минута Ледезма 3-2 впереди Лацио. 36-я минута второго тайма Креспо 3-3. И Матерацци 5 минут назад, 7 минут назад вывел Интер вперед и принес Интеру 3 очка, а Лацио принес место в Лиге чемпионов клуб Сиена, который взял в свою очередь важнейшие 3 очка с точки зрения борьбы за выживание в серии А. И тем самым делает Лацио недосягаемым для Фиорентины и Эмполи. Что ж, Лацио в Лиге чемпионов поздравляем. Ну, Интер уже все поздравили. Да, Креспо, конечно, великий хет-трик. В редкий случай, когда 3 мяча забивается в современном футболе, в таком сильном чемпионате, да еще все с игры. Все довольны. Отличное настроение, надеюсь, и у вас. Для вас работает Георгий Черданцев. До свидания.